В районах республики продолжается эстафета Знамени Победы. В этот раз символ высоты духа советского народа встречали в Верхневилюйском районе. Очередным пунктом республиканской эстафеты «Знамя Победы» стала Верхняя Колыма. В Зырянке еще раз почтить память павших и поблагодарить живых собрались представители актива и общественности, школьники, жители поселка. Данный символ является для нас реликвией, которую нужно почитать. И, собственно говоря, участвуя в данной эстафете, мы приобщаемся к прошлому, учим новые поколения не забывать свою историю. И вот в этой акции мы едины со всей страной. В Верхнеколымском районе на данный момент проживают 5 вдов участников Великой Отечественной войны, 36 ветеранов тыла. Людмила Сергеевна Зайцева во время оккупации жила на Украине в Николаевской области. Вспоминает, что особо лютовали даже не солдаты напавшей страны, а полицаи. Ну, не сколько немцы над нами, как полицаи. Знаете что, все полицаи, эти вот бандеровцы, были полицаями, чтобы свою шкуру спасти. Поэтому события, которые происходят сейчас на Украине, для Людмилы Сергеевны имеют четкую ассоциацию с той войной. И к победному стягу у нее, как, впрочем, у каждого ветерана, особое отношение. Знамя Победы – это радость. Это гордость наша за нашу Родину, что мы победили. Я ничего не забыла, ни одной минуты во время войны, что проходило у нас на нашей земле. На Верхней Колыме Знамя Победы пробудет до конца недели, а затем отправится в соседний Среднеколымский улус. Наталья Ломанова, НВК «Заха», Зырянка.